Биатлонный комплекс в Уфе в Республике Башкортостан построили 20 лет назад. Здесь тренируются наши спортсмены, проводят соревнования разного уровня. И вот сейчас первенство России среди юниоров и юниорок от 19 до 21 года. Мероприятие интересное, знаковое, важное, соответственно его уровню и гости. Ради Фаридович, с праздником. Добрый день. Поздравляю вас. Виктор Викторович. Здравствуйте. Добрый день, Виктор Викторович. Добрый день. Виктор Викторович, представляйте всех. Ради Фаридович, это Куклева наша знаменитая олимпийская чемпионка. Это двукратный олимпийский чемпион Барнашов Владимир Михайлович. Ради Фаридович, Ишимбай же? Это Ишимбай, да. Это у нас почетный ветеран башкирский. Да. Это пресс-атташе бойцов СБР. Павел сейчас знает. Это вот вице-президент Союза биатлонистов Нуждов. Это Черезов, чемпион мира. Так, у нас и вот Энгельс Фаридович тоже почетный здесь. Все. Десять лет назад здесь, мне сказали, проводилось. Подобного. Да, подобное. Не, ну здесь и в 6-м, и в 9-м Нет, году, до этого, там, да, и в 12-м, да, проводились. Последние российские соревнования, да. Вот, я просто вспоминаю, когда мы еще здесь соревновались, да, и летний чемпионат России, и мира там. Энгельс Фаридович тоже занимался, получается. Ну да, Энгельс Фаридович объединял всех биатлонистов Башкортостана, поэтому, ну, все ребята вот с Галькой мы на Олимпиаде вместе бежали. В 98 году там медали выигрывали, да. Но она-то вообще коренная. Ну и потом мы с стадиона, да, все приводим в соответствие. А вот самый лучший где? В Октябрьском самый лучший или где? Ну из готовых, наверное, да. В Октябрьском, да? Да, но вот мы сейчас активно с Максимом работаем по Белорецку, уже с земельными вопросами решили, это тоже была непростая история. С Учелами работаем, УГОК нам помогает стадион довести Кумертау, Октябрьский, Нефтекамский. Ну вот я в Межгорье, ну там лыжная такая трасса, тоже удивительное место. Вот у нас Белорецкий стадион, который мы занимаем, сейчас приводим, соответственно, он на высоте 1000 метров находится. Тренировочная база – это идеально для биатлонистов и лыжников. В подборных базах все тренируются, все виды Ну мы спорта. что хотим сделать? Вот типовые, мы договорились с Максимом, типовую коробку, типовая гостиница, хранилище для лыж, кафе, ну то есть такая сборная штука. Вот, у нас уже концепция разработана, я вот Александру Геннадьевичу чтобы на проект не тратиться, и это такой конструктор, ну как из нефтекамских вот этих конструкций. Пожалуйста. Да, будем А у собирать. нас наши-то ребята как на Олимпиаду? готовится. Готовятся? На контроле держит. На контроле вот сейчас приехал с Сочи, с Лауры, Бабиков, Латыпов в хорошем состоянии. Сейчас готовится к чемпионату России, который пройдет в Тюмени. И команда вся башкирская готовится. Думаю, что достойно выступим, как и А у вас отбор уже прошел или как? Нет, пока Отбор будет на чемпионате, да? Нет, ну летний чемпионат такой текущий срез состояния. А первый, наверное, отбор, не то чтобы отборы, они все будут участвовать в декабре в Кубке мира, да, на соревнованиях вот Кубка мира, там где-то 10, да? там 12 стартов до Нового года, и потом еще 2 Кубка мира после Нового года, и в середине января мы подведем итог и сформируем уже команду, это 5-6 человек, 5-6 мужчин, в зависимости от квоты, сколько у нас там будет. И столько... На самом деле, вот если у нас история вот сейчас при вашей поддержке, да, то есть мы видим, как изменился и наш комплекс, который уже требовал изменений, это очень здорово. И если вот с Александром Геннадьевичем тоже большую работу провели, вот правильно как бы и замечено, большую работу провели по земельным вопросам в Белорецке. Это уникальное место, где каждый, наверное, из биатлонистов здесь, и вот Павел Ильич, да, и Галину Куклеву начинали именно там. Мы там хотим еще большой, если сделать, получится такой комплекс, вот Мраткина, если получится. Просто вы могли бы использовать для сборов. Это все на горе. То есть там же спуск вот с одной стороны, а это освоить другую сторону. И там поставить вот большой горнолыжный такой, ну, центр. Не горнолыжный, Раиль Фаридович, у нас лыжный. Я понимаю, но вам просто отдохнуть в команде, поднялись, там условия все. Вот о чем. Причем там одна деревенька наверху, другая деревенька на берегу реки. Прям вот самое очень красивое место. Очень близко, да. Игорь Александрович, а вот это вы строили еще, да? Это вот вы построили? Проектировал, в 98 году начинали. Пустое поле здесь было, ничего не было. А ну вот это вы построили? Да, все полностью, практически все объекты. Вот и стоит теперь нормально.
А вот с той стороны резать пришлось что-нибудь, нет или нет? Немного убрали там чуть. Немножко. И у нас тут, у нас вообще был и 4-й этап строительства. Наверху планировалось, тогда с Муртазой Гуровичем мы обговаривали, гостиница. А где? Высотка, вот там, прямо за ним. Вот прямо там есть место, да? Есть, там есть. Высотка, бассейн и спортивный зал в комплексе, для того, чтобы здесь все виды спорта могли жить, и потому что условия для общей физической подготовки есть. Для тренировок хорошие. Да. Поэтому если это сделать, вот, Но вы поделитесь тогда, да. Тогда мы согласовали, но потом, Потому что все равно не хватает. Да. Но это надо здесь, потому что это тогда в одном месте будет большой такой сконцентрированный объект, который позволит круглогодично работать. Круглогодично. Да. Все, пойдем. Мы приветствуем гостей на торжественной церемонии открытия первенства России среди юниоров и юниорок по биатлону в гостеприимной Уфе. Добро пожаловать в Башкортостан, в регион спортивных традиций. Наша республика вырастила не одно поколение биатлонистов, которые позволили не только приумножить копилку медалей сборной, но и стали кумирами для болельщиков всего мира. 20 лет нашему биатлонному комплексу! И сегодня для нас огромная честь принять на гостеприимной земле Башкортостана участников и гостей первенства среди юниоров и юниорок по биатлону. Слово главе Республики Башкортостан Радию Фаритовичу Хабирову. Добрый день, дорогие друзья. Башкортостан приветствует участников, гостей летнего первенства России по биатлону. Уважаемый Виктор Викторович, прежде всего я хотел поблагодарить вас, что приняли решение провести это первенство в Уфе. Мы очень любим спортивные праздники, умеем их проводить и надеемся, вам здесь всем, уважаемые спортсмены, будет комфортно. Я хотел пожелать вам, конечно, победы. Победить в честной борьбе. Но при этом, я думаю, что, уезжая отсюда, вы также увезете тепло наших сердец, гостеприимство нашей Уфы и нашего Башкортостана. Удачи, побед, всего самого доброго. Спасибо. Спасибо, Радий Фаритович. Мы просим вас вручить благодарности. Мы переходим к церемонии награждения. Благодарностью главы Республики Башкортостан поощряется Энгельс Варисович Кульмухаметов. Благодарностью главы Республики Башкортостан поощряется Валерий Ионович Мишингин, заслуженный тренер России, первый тренер победителя и призера международных соревнований Эдуарда Латыпова. Благодарностью главы Республики Башкортостан поощряется Любовь Ивановна Дюпина, тренер, вырастивший не одно поколение молодых биатлонистов. Благодарностью главы Республики Башкортостан поощряется Ильгиз Нургаянович Самигулин. 12 лет проработал тренером юниорской сборной команды России по биатлону. Благодарностью главы Республики Башкортостан поощряется Ринат Зайнулович Кабиров, начальник хозяйственного отдела Государственного бюджетного учреждения спортивная школа Олимпийского резерва по биатлону Республики Башкортостан. Судья первой категории. С 2002 года принимает активное участие в организации и судействе соревнований по биатлону и лыжным гонкам в Уфе. Благодарим вас, уважаемый Радий Фаритович. Слово для приветствия предоставляется президенту Союза биатлонистов России, двукратному призеру Олимпийских игр Виктору Викторовичу Майгорову. Добрый день, уважаемый Радий Фаритович, уважаемые почетные гости, уважаемые участники сегодняшних соревнований. Я хочу поздравить всех, наверное, с новым рождением этого замечательного биатлонного комплекса, которому сегодня исполняется 20 лет.
Поэтому спасибо всем, кто приложил руку к этому делу, начиная с руководства республики и заканчивая строителями, которые, ну, в общем-то, не покладая рук, трудились здесь день и ночь. Я искренне поздравляю всех с этим праздником. Вам, ребята и девчонки, желаю, конечно, удачи на ближайших соревнованиях. Я вижу здесь участников с Камчатки, с Сахалина и до нашего северо-запада. То есть это здорово, что биатлон объединяет всю нашу страну. Поэтому с праздником и побед! Спасибо, Виктор Викторович. За большой вклад в развитие биатлона в Республике Башкортостан благодарственным письмом Союза биатлонистов России поощряется глава Республики Башкортостан Ради Фаритович Хабиров. Благодарственным письмом Союза биатлонистов России поощряется Александр Геннадьевич Сидякин, руководитель администрации главы Республики Башкортостан, председатель попечительского совета Федерации биатлона и лыжных гонок Республики Башкортостан. Благодарственным письмом Союза биатлонистов России поощряется государственное бюджетное учреждение «Спортивная школа Олимпийского резерва по биатлону Республики Башкортостан». Награду получает директор Виктор Анатольевич Никитин. Благодарим вас, Виктор Викторович. Слово для приветствия предоставляется 13-кратной чемпионке Паралимпийских игр, 18-кратной чемпионке мира, 43-кратной чемпионке Европы, вице-президенту Паралимпийского комитета России, заслуженному мастеру спорта России Риме Акбердиновне Баталовой. Уважаемый Ради Фаритович, уважаемые почетные гости, дорогие спортсмены, тренеры, сегодня Спортивная Республика Башкортостан принимает вас у себя. У вас у каждого есть возможность реализовать себя, показать самые высокие результаты и достойно представлять нашу великую спортивную Россию. Вперед и только вперед! Алга, Башкортостан! Спасибо, Рима Акбердиновна. Слово для приветствия предоставляется олимпийскому чемпиону, заслуженному мастеру спорта по биатлону Галине Алексеевне Куклевой. Встречаева. Добрый день, дорогие друзья, добрый день, земляки. Потому что я отсюда родом, и мне всегда приятно здесь присутствовать, видеть этот комплекс. 20 лет назад я здесь начинала тренироваться вместе со своими спортсменами, коллегами, тренерами, дорогими, уважаемыми. И, конечно же, вновь прибыв сюда, я вижу комплекс в том же новом состоянии. Поэтому я всем желаю, участникам соревнований, хороших стартов, успехов вам, спортивных дальнейших. Созидайте. Все возможно, и все у вас получится. Спасибо. Спасибо, уважаемая Галина Алексеевна. Внимание! Первенство России среди юниоров и юниорок по биатлону объявляется открытым! Ух ты! Здравствуйте! Это лыжи, но летом, да? Да. А что вы делаете здесь? Выдаем. По списку? Нет, всем спортсменам, кто участвует в соревнованиях на официальной тренировке, они выдаются для тренировки. Завтра на соревнования будем выдавать где-то за 10 минут до старта, чтобы все спортсмены были в одинаковых условиях, с одинаковыми роллерами, с одинаковыми колесами. Подождите, ну зимой у спортсменов свои лыжи, и своя подготовка, и своя смазка. А здесь, получается, нет? Ну, летом, если разные роллеры, это очень гораздо сильнее заметна разница, чем зимой в лыжах. То есть здесь очень много марок, очень много можно всяких технических запрещенных свойств применить, чтобы изменить скольжение. А здесь это все контролируется. А покажите, пожалуйста, можно нам? Так, ну расскажите, как это работает. Ну, спортсмен приходит, получает роллер и едет кататься. А покажите здесь зажим обычный, да? Ближе покажите, пожалуйста. Да, то есть ботинок ставит скобу, крепление закрыли. Так, оно зажалось. Че? Не сломано? Нет.
Все проверяете? Не до конца открыли. Вот, скоба закрылась, зафиксировали и все. То есть уже никуда ничего не открывается. То есть скорость... Спортсмен едет. Ух ты, тяжеленькая. Ну, нормально. Скорость, получается, у всех одинаковая, да, благодаря тому, что они все. Тут подвоха никакого нет? Нет. Тормозов нет специальных? Специальных нет. Вот этому и опасность этого спорта, поэтому обязательно шлемы использовать. Ну, здорово, спасибо, мы не знали этого. Спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте. Заходите, замаркируем. А что вы делаете здесь? У нас материальный контроль. Сегодня у нас контрольная тренировка. Мы проверяем наклеечки, во-первых, клеим, проверяем натяжение курка. Так что вот, идете, посмотрите. Так. У меня нет. Интересно. А на что вы обращаете внимание, скажите, пожалуйста? У нас есть свои хитрости. Тут Самое главное, чтобы соответствовало натяжению курка. Ага. Как нужно, да? Это обязательно, потому что это техника безопасности в первую очередь. Девчонки, а вы откуда, скажите? Красноярска. Да. Понятно. Тяжелый винток. Да нет, мы привыкли. Не больше 3 килограмм, как у нас. Не меньше 3. О, не меньше, не меньше. Что-то я А можно потрогать? Да, давайте. Давайте потом. Здравствуйте. А этот солдатский нет, да? Линейка есть. А вы откуда, скажите? Добрый день. Из Красноярска. Из Красноярска. Красноярская команда вся. В общем, все у девчонок в порядке, да? Ну да, но тут работа даже большая. Должны проверять, чтобы рекламы не было лишней. У каждой рекламы она на своем месте должна находиться. То есть как бы на сегодня у них просто контрольная тренировка. Основная работа будет завтра уже начнутся, когда старты. Спасибо. Спасибо. Это у тебя с какой? В том году Он начал? Микрополет наклеим, ладно? А у вас шлем? Да. Все, да, в шлемах? Да. Чтобы безопасно было? Падаете? Да нет, стараемся не падать. Понятно, хорошо. А вы откуда? Мы с Пермского края. Бывали здесь? Да. Да? Как вам трасса у нас? Очень тяжелая. Ну, нормально, справляемся. Зато для сильных и смелых. Ну да, конечно, как без этого. Удачи вам. Спасибо большое. Вы уже получили жилетку? Да. Какой у вас номер? 23. Понятно. А обычно какой? Всегда разные. Да. Нет такого, что это мой номер счастливый? Ну, один сезон был, 56-й, у меня прям он раза 4-5 был, это прям много. Какие у вас достижения с таким номером? Все первые места были. Да? А где, на каких чемпионатах? На отборочных стартах, на первенстве России. А вы какую команду представляете? Тюменскую область. Как зовут вас? Любовь. А фамилия? Калинина. Спасибо. Составите конкуренцию нашей команде? Постараюсь. Ой, спасибо. Здравствуйте, позвольте. Да. Открыли первенство России среди юниоров. И еще одно мероприятие у нас. Отличное, хорошее. Здорово, здорово. Я же говорю, мы проводим, будем проводить большие соревнования. Это привлекает детей, потому что когда дети видят ярких спортсменов, видят соревнования, они записываются в секции. Поэтому, с одной стороны, мы будем популяризировать спорт, с другой стороны, это все соревнования все-таки возможность подготовиться нашим спортсменам, потому что даже у нас есть достойные через несколько месяцев у нас Олимпийские игры начинаются. Я очень надеюсь, что наши спортсмены будут в составе национальной сборной. Вот. И с другой стороны, мы, как я говорил, будем строить вот даже здесь биатлонный центр. Мы его на протяжении почти 22-23 лет развиваем. Вот в последнее время тоже очень существенно сюда сделали вложения. Спасибо. Добрый день. Скажите, пожалуйста, кто вы, откуда? Мы из Челябинской области. Здорово. Сразу в очках? Да. Как трасса? Прицелились уже? Ну да, мы пораньше приехали с 10 числа, готовились к соревнованиям.
Как вам вообще условия здесь? Отлично. Каждый раз рады. Вы не первый раз уже? Ну да, мы много раз приезжали сюда. И летом готовились, сюда приезжали. Ну что ж, удачи. Спасибо. Александр Геннадьевич, мы вас остановили буквально в коридоре. С кем вы? Мы с ребятами, это члены нашей сборной, лучшие представители биатлона Республики Башкортостан. Ну, мы следили, переживали за ребятами. Ну, первое место они взяли у нас на чемпионате России. Стреляли здорово, бежали быстро. А где вы живете? Ну, я Если сейчас можно, чуть-чуть давайте отлепимся от стенки. Где живете? в Уфе проживаю, тренируюсь же в Уфе тоже. Сейчас, так как у меня семья, я практически на сбор не уезжаю, все готовлю здесь, на родной базе. Есть возможность? Конечно. У нас база отличная, место очень хорошее, так что все как бы условия созданы для того, чтобы тренироваться. А вы где живете? Тоже в Уфе живу, тоже семья, но периодически езжу, конечно, на сбор. Ну, вообще у нас база хорошая. То есть Когда все у вас условия созданы. чемпионат 23-го в Тюмени? У нас 21 день пресс, 23-го первый гонка на чемпионате России в Тюмени среди мужчин. Вот у нас особенная местность гористая, я понимаю, перепады, можно здесь тренироваться, ну там кальку переносить в любую страну, да, там вверх, вниз, нагрузки. Ну да. Помогает? Помогает, но у нас по факту одна из самых сложных трасс, потому что здесь отдыхать особо негде, только на спуск. Потому что много равнины, достаточно тяжелый подъем. Вот здоровская трасса. Поэтому мы приезжаем Все на условия, другие... чтобы обстрелять и оббежать всех в Пекине. Поэтому мы приезжаем и выступаем на любой трассе хорошо. Ну что ж, здорово, будем за вас болеть. Спасибо. Спасибо вам, удачи. Да, спасибо. Пойдемте.